на территории нашей республики. Меня зовут Амир Цачоев, и мы собрались в этой студии сегодня, чтобы разобраться в некоторых вопросах, послушать экспертов, специалистов, которые пришли к нам в гости, и послушать, конечно же, вас, уважаемые телезрители. Это прямой эфир, вы тоже можете принять в нем участие, позвонив на номер 8 800 301 41 42. У меня в гостях сегодня и водоканал, и служба газа, и МРСК. Я думаю, мы сразу начнем с вопросов к МРСК. Зарета Горданова у нас начальник отдела Назранских РЭС по энергосбытовой деятельности. Зарета Сейдхилович. Да, ну, вообще, давайте сразу так немного окунемся. Насколько эффективно идет сбыт электроэнергии вообще в принципе? Но при рассмотрении деятельности Назрановских районных электрических сетей уровень сбора платежей за 2017 год население составило у нас 41%. При этом прогнозные показатели уровня платежей за первый квартал 2018 года у нас уже составляет 52%. И это очень серьезный рост за один год, да, в процентном соотношении. Да. А насколько охотно люди платят вообще за свет? Ну, люди уже начали лучше оплачивать, но все равно очень плохо платят все еще. Никак не могут приучиться абоненты ежемесячно оплачивать коммунальные услуги. А сейчас уже начисляется пеня, уже растет задолженность за коммунальные услуги, за все коммунальные услуги, считайте. А по какой системе вообще пеня начисляется? Допустим, я просрочил на месяц. Это зависит от суммы моей или есть фиксированный какой-то процент, который начисляется всегда? Но есть процент 1 к 300, это уже по истечении месяца, уже на второй месяц, в начале месяца уже начисляется пеня. Уже за каждый месяц просроченной суммы начисляется пеня. А вообще какая-нибудь работа проводится с абонентами вашими, когда они приходят оплачивать, или вы выходите с рейдами? Какая-нибудь работа проводится вообще, чтобы люди платили? Проводится. У нас уже вот... третья неделя идут рейдовые мероприятия по городу Назрань. Нам приходится выезжать с вышками, отключать абонентов, просить, чтобы они платили. В большинстве случаев мы не застаем абонентов дома, хотя у них очень большие долги. И вот нам приходится электронно их уведомлять, смс-ками, телефонными звонками уведомляем, и уже через 2-3 недели отключаем абонента. Правда, бывает возмущение, очень много возмущений. Ругаются абоненты вовсю. Ну, естественно. Вы у людей интернет отнимаете. А у меня вот такой вопрос. После того, как вы отрезаете человека от сетей, меняется вообще ситуация? Идет человек оплачивать это все или... Идет, приходит, оплачивает полностью, делает сверку свою после этого. А так мы даже 3-4 месяца не можем вытащить этого абонента, есть, чтобы он пришел, оплатил, сверился. Вообще сейчас абоненты каждый месяц должны подходить, издавать свои показания и оплачивать ежемесячно. Или же передавать эти свои показания через онлайн, зайти в личный кабинет и передать через онлайн. Раньше у нас контролеры ходили, снимали показания, и мы заносили их в программу. А сейчас у нас контролеров нет, и абонентам самим приходится подходить и сдавать свои показания. А куда делись контролеры? Ну, контролеры уже, таких единиц уже нету, наличные сборы как бы... Автоматизированная система. Да, уже автоматизированная система. Но есть сейчас кассовые аппараты, если с кассовым аппаратом к нему пришел работник МРСК, они уже смело могут заплатить этому работнику. Ну, естественно, квитанцию оставляют. Квитанция и чек обязательно. По поводу работы, проводимой с общественностью, у нас есть замечательный сюжет моих коллег, снятый в Икажево, где был сход села именно по вопросам оплаты служб ЖКХ. Давайте посмотрим сюжет, после вернемся.
Это встреча с жителями и каждая еще одна попытка властей достучаться до неплательщиков. Долг за голубое топливо в селе без малого составляет 50 миллионов. И это считая только с мая прошлого года, когда создали новую компанию поставщика. Если за этот неполный год ежемесячные показатели по платежам еще держались отметки 20%, то за последние месяцы не достигли даже 7%. Месяца газ вагич, да, антиштич, дикимон одеждич, 6,9% я говорю, процент. Ваши дали идет 10%. Даже на 5 минут, если отключить газ, свет, воду, сразу начинает звонить со всех точек села. И они обращаются и как в администрацию села, также и в правительство, и на телевидении, и в МЧС. Мы буквально 5-10 минут не можем вот без этого продукта обходиться, но почему-то платить за него мы не хотим. По данным газовой компании, в селе больше 2700 потребителей. За газ из этого числа платит только порядка 700 абонентов. Проще говоря, в списке неплательщиков больше 90% потребителей. Неудивительно, что это самые низкие показатели по всей республике. Такая картина сложилась разве что только в Сурхахи. Жителей просят не доводить до этого, и если не весь долг сразу, то постараться погасить хотя бы часть по мере возможности. Тем более, что в газовой компании готовы в этом вопросе пойти им навстречу. Ничуть не лучше в селе и ситуация со светом. Долг за последний год перевалил за 54 миллиона, хотя за март платежи составили около 30%. Такие данные приводит начальник Магазского отделения МРСК, призывая жителей не доводить до судебных разбирательств. Мало того, что не платят, так многие даже своими льготами не интересуются, отмечает на встрече. А ведь большинство абонентов подпадают под эту категорию. Проблема с низкой платежеспособностью жителей не раз поднималась и главой региона. Инузбек Евкуров поставил вопрос ребром. Если ситуация в селах и Кажевой и Сурхахи в ближайшее время не изменится в корне, местных глав освободят от занимаемых должностей. Ну, кардинальное решение проблемы, на самом деле. Поможет ли? Мы продолжим говорить по свету. Мне интересно, вот мы предоставляем электроэнергию, вы, вернее, предоставляете электроэнергию нам, простым обывателям. Мы за нее обязаны платить, и мы, надеюсь, платим. Но другой момент. Качество предоставляемого продукта. Ведь было сказано, что очень часто отключают свет. Проводится очень много работ. Я знаю, что буквально 2 недели, только максимум 3 недели назад вообще провода, голые провода заменили на более современные в районе 8-й Назрановской школы. И все эти работы проводятся только сейчас, грубо говоря. И вот отсюда вытекает вопрос, насколько качественно мы предоставляем электроэнергию абонентам. Наверное, к Адаму Албовичу вопрос, да? Главный инженер Назрановских РЭС. Как я могу сказать, ремонтная программа у нас идет уже с 2017 года, но эта ремонтная программа создается в связи, как люди оплачивают за электроэнергию, за потребленную электроэнергию. Если люди не платят, то и мы программу никак не можем выполнить. Замена этих голых проводов идет на СИП, на изолированный провод. Сейчас эта ремонтная программа началась, вовсю работаем, уже улицы Клеева начали, уже в городе, в центре города уже меняем эти провода на изолированные провода, трансформаторы меняем. Но эта ремонтная программа, она создается за счет оплаты. В общем, абоненты платят, и из этих денег делается ремонт. Правильно я понимаю? В общем, я не могу жаловаться на то, что у меня старый трансформатор, если я не плачу за свет. За сколько мы заплатили, столько мы получаем сколько качество. Мы получили, да? Да. Друзья, у нас звонок. Давайте примем звонок, после продолжим. Алло. Хорошо, давай. Вы в эфире говорите. Ассаламу алейкум, Сейд Калш. Алейкум салам, Сейд Калшин. Хажил, вот эти новые газовые счетчики есть, которые... Почему они вот больше, чем старые газовые счетчики накручивают? А вас как зовут? Еще вот Султан Ашуста. Еще вот один вопрос еще такой. Вот если вот зарплата бывает 12-13 тысяч, как нужно платить за свет, газ и воду? После того, как ты ЖКХ оплатил, тебе же еще как-то нужно жить. И с такими зарплатами, и такими тарифами, вот как это нужно оплачивать? Спасибо большое за вопрос. Жара началась. Итак, газ. Я, наверное, вот счетчик как раз к вам. Дмитрий Щуплов у нас в гостях, начальник
АСГУК, автоматизированной системы коммерческого учета газа. Правильно я все сказал? Да, все правильно. Дмитрий, вопрос. Почему новые счетчики накручивают больше, чем старые? Вот так звучит вопрос. Вопрос хороший, на самом деле. Непосредственно в адрес нашей региональной компании поступают данного рода вопросы, заявления от абонентов, на которые мы выезжаем. Вот если исходить из той статистики, которую мы проводим, то есть по вот этим выездам, то процент счетчиков, которые там, может быть, что-то крутят, он довольно-таки низок, потому что за свою деятельность инвестиционную мы построили порядка уже на конец этого года 11 101 прибор по 3 районам: Назрановский, Сунжинский и Джирахский. И в прошлом году мы завершили работы по первому этапу. Это Малгобекский район, 2662 счетчика. Вот исходя из этой цифры 13 723, может быть, конечно, что-то и попадается в какой-то брак. То есть мы абоненту не отказываем, мы выезжаем туда непосредственно по данному заявлению и проводим разбирательство. Если это вина газовой компании, соответственно, мы меняем эти приборы. Но, опять-таки, по статистике, то есть данные приборы учета газа сертифицированы, поверены, то есть имеют аккредитацию и применяются в сфере непосредственно государственного регулирования. В общем, а в чем вообще может быть причина, что действительно может счетчик накручивать больше, чем старый? Вот ключевой вопрос, почему они накручивают больше, чем старый? Вот что это может быть? Как таковой накрутки, я же говорю, только может быть какой-то заводской брак. Но исходя из количества установленных приборов, то есть это крайне малая цифра. То есть... А возможно ли установить, допустим, этот брак после того, как счетчик начинает работать? Это непосредственно идет в процессе пуска-наладки этого счетчика. То есть, опять-таки, я говорю, при монтаже, то есть могут строительно-монтажные организации там не все моменты учесть. Но тем не менее мы не отворачиваемся под абонента. То есть мы проводим. Ну, в общем, вы доступны, правильно? Конечно, конечно, мы меняем приборы. Друзья, 8 800 301 41 42, телефон прямого эфира. Звоните, задавайте интересующие вас вопросы. Мы продолжим по МРСК, я тут не закончил. Бывает очень часто, Адам, проблема такая, что... еще один звонок. Пожалуйста, все для телезрителя. У нас звонок, алло. Алло. Говорите, вы в эфире. Спасибо за звонок. Адам, вот вопрос к вам. Бывает так, что свет есть, все хорошо, все замечательно. Но стоит выпасть немного снегу, как поступает в интернете, появляется сообщение, что не были готовы к такой внезапной зиме. В Ингушетии внезапной зимы не бывает, давайте откровенно. Почему вот при дожде, при даже небольшом дожде в сельских поселениях, я точно знаю, отключается свет моментально просто? С чем связано это все? Еще не готовы наши сети к таким нагрузкам? Или еще не везде поменяли провода? С чем это связано? Просто люди задают вопросы, хотелось бы на них услышать ответ. Это очень хороший вопрос. Просто это связано с тем, что мы никогда не были не готовы к зиме. Мы всегда были готовы, потому что есть осенне-зимний период, когда мы делаем обрезку и перетяжку провода. Это всегда происходит. Это отключение, частое отключение бывает из-за частных трансформаторов, потому что собственник не обслуживает эти трансформаторы. И с попаданием туда воды отключается вся линия. И пока мы найдем эту причину, время идет. А сам собственник никогда уже сам не делает, ремонт не делает, ничего не делает, пока его не отключишь. И не заставишь его сам, да, чтобы он сделал ремонт этого трансформатора. Вообще, насколько дорогое удовольствие новый трансформатор? Ну, по-разному, смотря. В зависимости от какой мощности обычно трансформаторы ставят юрлица. Есть трансформаторы, которые есть на балансе еще администрации, которых не обслуживают. Сейчас они нам передают. Консолидация сетей у нас идет, все трансформаторы и подстанции нам передаются. Потихоньку их тоже будем обслуживать, они тоже идут в ремонтную программу, тоже будем менять. Сейчас реконструкция идет всего села Плиева, Барсуки, все линии будут меняться. Все. Каждый трансформатор будет заменен. Ни один трансформатор не останется незамененным. Это тоже есть. Но в связи с большее отключение это бывает в связи с этим. И с ремонтом бывает, и в связи с частными этими трансформаторами, частниками. Спасибо. У нас звонок, говорят, что очень в тему. Алло? Алло, говорите, вы в эфире.
Алло. Да, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый. Знаете, у меня вот такой вопрос. У меня вот трансформатор прямо, можно сказать, перед моим домом. Нету даже метра расстояния. Я вот спрашивал, в РЭС ходил, но все почему-то мне говорят, как через, можно сказать, все одинаково говорят, вы должны этот трансформатор убрать за свой счет. Где адрес назовите, пожалуйста? Назрановский район, селение Яндари, улица Мальцагова, 13А. Угу. Мальцагова, 13А, правильно? Да, 13А. Яндари. И что говорят, что вы своими силами за свой счет должны его поменять? Да, мне говорят, что я должен убрать за свой счет. Я просто хотел уточнить, они мне говорят, верно или нет, кто должен его убрать. Потому что, можно сказать, он у меня в спальне, этот трансформатор. Как вас зовут? Магомед. Магомед, спасибо большое за звонок. Очень в тему. Да, в тему. Завтра выясним, на чем балансе стоит этот трансформатор, что за трансформатор, частный он или а вообще, на балансе. Законно ли говорить абоненту, что этот трансформатор должен установить ты сам? Нет, это неправильно, потому что только А как этот трансформатор там оказался? Вот тоже вопрос. Нет, когда ставится трансформатор, выдаются технические условия на этот трансформатор, где администрация выдает земельный участок, зона. Да. Охранная зона должна быть 1,5 на 1,5 у каждого трансформатора, минимум это. Потому что, завтра мы выясним, что за трансформатор, как он там попал. Спасибо. Выясняйте. У нас в гостях начальник абонент... Еще звонок, да? Начальник абонентской службы, я хотел сказать. Давайте примем звонок сначала. Алло, говорите. Алло. Да. Да, добрый вечер, мы вас слушаем. Алло. Да, мы вас слушаем, говорите. Алло, Сейдик Хасин. Маршал Далшин Сейдик. Хажал, имеет ли Ингушэнерго право удерживать пенсионера, что даст с пенсии? Что удерживать еще раз? С пенсии. С пенсии. Пенсии удерживать деньги за Ингушэнерго, есть вопрос. Спасибо за вопрос. Спасибо. Вот, тоже же вопрос. Имеет ли право какая-нибудь служба судебных приставов, банк, МРСК удерживать деньги пенсионеров? Удерживать имеют право. Вообще пенсию, все удержания делают судебные приставы, не Ингушэнерго. Но до того, как этот иск попадет к судебным приставам, там бывает досудебное предупреждение от нас, от МРСК. Потом бывает предупреждение от судьи местного региона, местного села или района. После этого выводится решение судьи, где его уже обязывают заплатить энную сумму задолженности. После этого этот судебный приказ передается судебным приставам, и уже дальше судебные приставы работают, они и с пенсионерами, и с работающими, со всех платежей. В общем, вопрос не к МРСК, это не они удерживают ваши средства, а служба судебных приставов. И по решению суда только, правильно я понимаю? Да, только по решению суда. У нас еще один звонок, давайте примем. Алло, говорите. Говорите, вы в эфире. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. У меня вопрос к господину Албагачиеву такого характера. Я житель села Кантшо, улица Дунайская, Дауд Яжуса. Вопрос следующий. Днем напряжение в сети у нас падает до 180 вольт. Вопрос первый. При таком напряжении следует ли допустим, платить за электроэнергию, так как я считаю, что она некачественная, насколько я понимаю, она должна быть там 210-220 вольт. Это во-первых. А во-вторых, вопрос второй. При таком напряжении бытовая техника может выйти из строя. Кто должен нести ответственность и за чей счет будет проведен ремонт или бытовая техника за чей счет будет приобретена, сгоревшая, допустим, по причине того, что не хватало электроэнергии.
Мы вас поняли. Спасибо большое. Знаешь, сказать дома? Адам, ну вопрос к вам. Вопрос ко мне. Ну, завтра я проверю этот трансформатор лично, сам выйду туда, посмотрю, но что до 110, 120 падал. Такого не было у нас. В Канташеве полностью реконструкция сетей произошла. В 2013 году закончили. Реконструкция. Вопрос вполне ведь резонный на самом деле. Если у меня плохое качество света, должен ли я за него платить? 180, он сказал, не 120, а 180. Он должен платить за потребленную электроэнергию. Он должен обращаться и жаловаться, а мы уже выезжаем, уже смотрим. А вот с чем бывает нехватка мощности? Бывает в большинстве случаев нехватка мощности в трансформаторе бывает из-за того, что люди подключаются незаконно к этому трансформатору. Вот администрация заявила мощность там на 100 ква. Трансформатор установили на 10 дворов, а к нему подключается 25, 30, 40 дворов. И, естественно, мощность падает в этом трансформаторе. А кто должен контролировать? При присоединении к сетям абонент должен прийти и сделать технические условия. На основании этих технических условий выясняется мощность трансформатора, которого должна стоять на улице. Например, к нам обращаются 10 абонентов, а сидят 40. Получается нехватка мощности. А вообще наказуемо ли вот то, что я, как простой житель, построил дом, я пришел и подключился к трансформатору без вашего ведома? Насколько это наказуемо? Это отключение от сетей и акт. И штраф. Бездоговорное потребление. Бездоговорное потребление. Штраф. Ну, а вот случаи такие, когда подключаются люди, вы вообще как получается у вас отслеживать это все? Или очень не получается трудно. ездить? Ну, это выявляет рейдовые мероприятия. Обычно бывает в новостройках. Вот это все происходит в новостройках. Но обычно это все выявляется в рейдовых мероприятиях. Так никак нельзя вычислить этого абонента. Но если к нам обращаются абоненты и делают технические условия, на основании этих технических условий мы определяем мощность трансформатора, который должен стоять на данном улице или на данном. И ставим этот трансформатор, и людям хватает. Я понял. Трансформаторы ставились в советское время на 20 абонентов, на 30 абонентов. Сейчас у нас улицы выросли, дома строятся. Да. Целые нехватка села мощности уже. называется. Ну, завтра мы посмотрим по этой улице до нас. Ну, посмотрите, удачи вам. На моем балансе она находится. Еще один звонок. Да, вот все ждали МРСК. Алло. Алло, говорите в эфире. Алло. Алло. Да, мы вас слушаем. Алло, Седи Кашин. Маршал Далчин Хелседик. Седи Кашин, алло. Маршал Далчин Хелседик, мы вас слушаем. Я не думаю, что таким голосом будет ругать. Да, дело в том, что вот мы с бабушкой ходили в «Газпром» Межрегионгаз Назрань по адресу Маталиева, 41. Так. Алло. Да, сейчас. Мы вас слушаем, говорите. Вы в прямом эфире. Я вот фамилию не запомнила парня, который сидит от ведущего справа. Мы подошли Зелимхан к этому парню. Алиханов это. Да, Алиханов Зелимхан, да, получается? И? Алиханов Зелимхан, да. Да, в чем суть вопроса? Да, у нас с бабушкой были небольшие неполадки вот с документами по поводу перерасчета газа. Нас так хорошо приняли, нам подсказали, сделали перерасчет, попросили донести документы. Хотелось бы поблагодарить этого человека. Спасибо вам большое за оказанную вам помощь. Вот. После второго раза приходили, тоже по счетчикам писали заявления. Тоже сильно помогли. Хотела бы поблагодарить руководство компании «Газпром Межрегионгаз» за таких сотрудников. Большое вам спасибо. Вы нам очень сильно помогли. Спасибо большое, мы вас поняли. Спасибо. Ну, переходим плавно к службе газа. Да, вступление получилось красивым. Да, очень красивое вступление. Теперь к вам. Те же вопросы, что и к МРСК. Вообще, насколько охотно люди платят за газ? И по перерасчету мы тоже поговорим, но сейчас именно об абонентах. Абоненты — это наша работа, наша жизнь, обыденная, ежедневная. Ну, ситуация у нас не лучше, чем в МРСК. Скажем так, что ситуация с платежами, она
плачевно, как и у них, так и у нас. Да. Динамика роста платежей, она, конечно, отслеживается, но не на том уровне, на котором бы нам хотелось. Да. Сегодня мы не достигли еще половины платежей от реализованного газа, но мы стремимся к этому. По 2017 году, да, мы чуть-чуть больше половины собрали денег, ну и в этом году стараемся собрать еще больше. Цели, задачи у нас обозначены, план есть, и стараемся с людьми работать. Обеспечиваем людей всеми доступными видами платежей, то есть у нас со всеми агентами, которые действуют на территории республики, заключены договора по приему платежей. Есть и Почта России, и Сбербанк, и АБ Россия свои терминалы установила, есть компания Мостпэй, которая работает, наша платежная система Мостпэй. Есть онлайн-услуги, есть личный кабинет. На нашем сайте есть также приложение, которое может скачать любой человек. Это приложение «Мой газ», да, тоже может осуществить онлайн-платежи. Человек, который находится за пределами нашей республики, может, не беспокоясь, провести оплату, и эти деньги его поступят на его лицевой счет. А что бывает с неплательщиками? Такая же ситуация? Отрезаете? Ну, понимаете, да, неплательщики — это у нас претензионно-исковая работа, с ними ведется, это досудебное разбирательство, это уведомление перед отключением мы рассылаем, да, отключаем их от газа. Самовольщиков, конечно, передаем по 7-19, штрафуем их от 5 до 15 тысяч там, за незаконное подключение. Есть практика сейчас и подачи материалов по 158 статье по краже газа, да, есть уже практика, практикуется у нас. Ну, стараемся не доводить до крайности, стараемся идти людям навстречу по всем путям, по всем вопросам. Просто люди, если бы сами более активно себя проявили бы, приходили бы к нам. Я понимаю, на участке у нас забиты сегодня, да, люди могут сказать, что мы приходим на участки, там не достучаться, не дозвониться. Но сегодня любой желающий у нас на сайте опубликован, есть номер горячей линии, куда может человек позвонить, не стоять в очереди и просмотреть, какая у него задолженность, сколько он там должен, сколько заплатил, какими вариантами метода платежа он может воспользоваться, как ему заключить реструктуризацию задолженности. То есть все эти вопросы можем обсудить с человеком по телефонной линии, чтобы человек не стоял. Вот сейчас вот будет очень интересный момент. Это МРСК и служба газа сейчас как-то объединим вас. Знаете, каким образом? Мы еще работаем на радио, национальное радио 88,8 FM, наша волна. И у нас был звонок, где человек рассказывал о том, что ему пришел огроменный счет за газ, но у него все квитанции на руках, все оплачено. И он приходит со своей папкой, где-то на улице Чеченской, по-моему, какой-то офис, он говорил, я не помню точно. Приходит туда, газ где-то находится, в общем, в Назране. Приходит с папкой, и ему говорят, там очередь стоит, мы не можем вас принять, потому что у нас нет чего, правильно, света. Света не было у вас. Бывает. Бывает такое. А разве это проблема абонента, который пришел, отпросился с работы, бросил все свои дела, пришел к вам, а света нет? И что должен делать в таком случае? Человек может очень просто поступить. Я же говорю, на нашем сайте есть личный кабинет абонента. При подключении к данному личному кабинету, в личном кабинете можно просмотреть историю начисления, историю платежей. То есть, если человек не согласен с историей начисления, с историей платежей, которые указаны в этом личном кабинете, конечно, он может прийти на участок, не стоять в очереди, а просто написать заявление, выразить свое возражение в этом заявлении и оставить его. В течение 30 дней, в соответствии с 59-м законом ФЗ, да, об обращении, рассмотрении обращений граждан, мы ему ответим, предоставим ответ, что случилось с его начислением и как образовалась эта задолженность. В случае неправильное начисление и выявление ошибок по нашему начислению, мы, конечно, внесем корректировки и исправим это начисление у него. А вы выезжаете к этому человеку? Конечно, конечно. Все, тогда отлично. Главное, что для меня, не знаю, очень важно. Для начала проводится именно выезд к абоненту. Мы даже проводим инвентаризацию. Может быть, у нас и параметры были завышены, чтобы для исправления параметров. Может, мы что-то и не учли, чтобы это учесть. И, конечно, разбирательство полное производится. У нас звонок, давайте примем его, потому что телезритель висит на линии. Алло. Алло, говорите, вы в прямом эфире. Алло. Да, слушаем вас. Серик, хорошо. У меня такой вопрос по оплате электроэнергии. Как вас зовут? Меня Марина зовут. Мадина? Марина. Марина, мы вас слушаем. У меня такой вопрос, вот я не знаю кому, просто в многих местах ходила, у меня есть задолженность по свету. Там по независимым от меня обстоятельствам. Но хочу я сейчас заплатить примерно за свет, да? Но у меня вот примерно 9 тысяч у меня задолженность. Но эти 2 тысячи, которые бы я могла бы платить со своей пенсии, у меня получается на следующий месяц еще больше, еще больше. Мне объяснили, что это пени меня набегают.
Можно вообще как-то снять эти пени, чтобы я опять не залазила в долги эти и как-то расплатилась за этот свет? А насколько вообще возможно это? Марина, насколько много начисляют вообще? Вот вы говорите, у вас 9 тысяч, а пени сколько? Да. Там стоит 1900 чем-то. Угу. Просто с пенсии у меня эти деньги падают куда-то неизвестно, которые я примерно хочу заплатить. И не могу я вылезти никак. Какой-то вот можно вот с этого, чтобы этот пени не добавлялось. Спасибо большое за звонок. Спасибо, Марина. Я думаю, Зарета, вот к вам. Вообще можно избавиться от пени? Нет. Это уже программа рассчитана уже на пеню. Программа уже автоматически ежемесячно начисляет пеню. Так, в общем, у нас нет такой возможности, одним словом, вообще там вот пеню. Раз в году, там, раз в 10 лет, что-нибудь такое, нет? Чтобы там взять и вот прощаем вам. Вы знаете, мы вот целый год предупреждали абонентов. Вот нас Пятигорск заставлял начислять эту пеню, но мы вот целый год с ними боролись, не хотели начислять эту пеню, потому что мы знаем, это очень накладно для нашей республики. Но абоненты так и не приучились оплачивать ежемесячно. Вот. Спасибо. У меня самый главный вопрос. Вот Зелимхан, Адам нам рассказали, что люди незаконно подключаются. Так ведь? Я еще, понимаете, вот с пониманием принимаю момент, что человек самостоятельно может подключиться к трансформатору, к свету. Да, ну, там, ладно, бог с ним, с маломальским образованием электрика что-нибудь можно придумать. Но к газу как они умудряются подключиться? Там же варить нужно, трубу проводить. Как они это делают? У них есть доступ к отключению этой трубы? Понимаете, в нашей республике это не единичный фактор подключения к газовым сетям самовольно. За прошлый год даже нами выявлено и направлено там по статье по самому подключению около 800 заявлений по самому подключению, и выявления до сих пор продолжаются. И это как бы наша боль. Насколько это опасно? В первую очередь, это и опасно. Не то, что они хотят, не хотят и делают то, что хотят. Это в первую очередь безопасность их жизни. То есть при самовольном подключении для обеспечения безопасной поставки газа это должен сделать человек, который имеет на это разрешение на произведение данного работы вида деятельности. То есть сегодня это люди делают самоучки, которых они нанимают с биржи, так называемые, да, у нас берут, которые могут заварить эту трубу и подключить. Сейчас этим отслеживаем очень неблаговидные деяния, да, когда у нас происходят и угары людей, и взрывы происходят. Отчасти, да, к сожалению, очень. Но это вот часть из-за этого происходит. Да, я не исключаю и нашей вины, да, как организация, которая должна осуществлять надзор за этим делом. Но это настолько огромный поток людей, которые осуществляют данную деятельность, да, что отследить данные организации, то есть мы не можем поставить одного человека каждому дому, чтобы он не подключался. А это производится, в частности, наши новостройки, да, вот взять Назрань за каналом, там, и любую новостройку любого населенного пункта, это сплошь и рядом. То есть прокладывают шланги, те же, было бы хотя бы хорошо, если бы железные прокладывали бы, да? Да, они прокладывают просто пластиковые, резиновые шланги, которые газ-то он сухой, он высушивает и трескается все, и происходит утечка газа обычно. Это небезопасно. Спасибо большое за столь подробный разбор. Друзья, у нас еще один звонок. Наши телезрители смотрят. Алло. Говорите. Маршал Дал, что хотел Сейдик? У газ боглош керс вопрос. Тханта грнани я эдутха. Тахтшини нахан ухтун сквитанти. Укуз интернет ехи за Газпром йотшана. Что-то хоть заявление не аз. Все равно у нас идет. Я живу по Советской 57. Суд 61 эли отиет, егар 57 эли отиет. Шинин хан ухтун заяхкан что-то хоть заявление не аз. Дел реслон дать, баркал сахал. Ну, 2 квитанции по одному адресу. Ну, могу пояснить, да, не могу. У нас были эти раньше проблемы по старой компании, когда у нас была. Сейчас, когда мы организовали новую компанию с 1 мая прошлого года, 2017 года, нами были исключены из базы данных более 16 тысяч лицевых счетов, которые, по нашему мнению, были как двойные или несуществующие лицевые счета, которых мы исключили. Было их более 70 тысяч лицевых счетов в базе данных. Оставили мы и перевели только 55 100 лицевых счетов. За данный промежуток времени, то есть прошел уже год,
нами проводятся и акты сверки, взаимно сверяемся по количеству абонентов с администрациями. За последнее время нами сверки проведены по Кантшева до Лакова, сверились мы по сельскому поселению Вознесеновское, по части Малгебека, по Псидаху, и по Газиюрту сверились. Сейчас у нас сверка идет с селением Плиева. То есть эта работа продолжается, но это сейчас единичные случаи, которые у нас остались при формировании базы нового программного комплекса. То есть, да, если есть такой вопрос у абонента, я очень прошу вас обратиться. Если вам накладно и тяжело стоять в очереди на территориальном участке, попрошу, у нас каждый вторник прием в управлении. То есть абонент может подойти в управление и заявление сдать нам там, и мы ускорим это рассмотрение их вопроса. Ну, тем более звонок, который был недавно, подтвердил, что вы действительно так делаете. Спасибо. Друзья, давайте посмотрим один сюжет моих коллег по поводу должников и что происходит в жизни того человека, который не платит за услуги ЖКХ. Внимание на экран. Открывать дверь никто не собирается, и так по кругу группа контролеров пытается достучаться до каждого злостного неплательщика. Поэтому бригада на месте выключает счетчики, в надежде, что хотя бы так хозяев можно вытащить. Но даже такие меры не помогают. Этажом выше дверь все же открывают, но это в основном те, кто оплату производит регулярно, либо задолженности по свету не имеют. Что не скажешь про этих жителей, которые задолжали энергетикам больше 18 тысяч рублей. Причем женщина не подозревала об этом и поспешила сделать оплату контролерам, а впредь обещала оплачивать коммунальные услуги регулярно. Зачем лучше света оплачивать? Нет, коррупция, да? В ходе рейда выявились и те лица, которые вовсе не имеют индивидуальный лицевой счет. Но эту проблему тоже попытались решить, заключая договоры с жителями на месте. Помимо этого, некоторые жильцы умудрились и вытащить счетчики из коробки, а кто-то и вовсе их не поставил. Завтра мы выезжаем, именно вот такие счетчики, где нет, составляем акт, пригласим с МВД. Мы сегодня вам написали судебную записку. Я понимаю, но мы не имеем права. Рейды по сбору платежей в регионе проводятся ежедневно, днем и вечером. Но плательщики то ли не бывают дома или нарочно закрывают двери. Хозяев застать не удается даже вечером. Впрочем, место и время проведения рейда было выбрано не случайно. Дом 7 по улице Кулиева – один из самых проблемных участков в Магасе. Но ограничившись этим районом, бригада не собирается останавливаться. В планах у сборщиков платежей еще немало адресатов в Магасе. При этом энергетики все же идут навстречу тем, кто намерен исправить ситуацию. Оплатив хотя бы часть накопившейся суммы, должники смогут избежать дальнейших разбирательств в суде. А с теми, кто в очередной раз проигнорировал просьбы контролеров, энергетики церемониться не станут и будут отключать свет в каждой квартире отдельно. Сразу вопрос к МРСК. Вот показывали, что люди просто брали и изымали счетчик. Вообще... Я, конечно, представить себе не могу, чтобы кто-то вышел и вытаскивал счетчик. Да бог с ним. Это уже на вашей совести. Но как наказываются такие люди? Вот избавился человек от счетчика, мол, мне ничего приходить не будет. Но как-то ведется же учет потребляемой электроэнергии? Ведется, конечно. Уже идет безучетное потребление электроэнергии. Выписывается уже акт безучетного потребления и штрафуем. Потом этот акт мы передаем отделу безопасникам, передается акт. Вот такие вот у нас бывают. А вот если кто-то отключает счетчик, у вас где-нибудь сигналка срабатывает, что вот там счетчик перестал работать? И срабатывает. У нас есть специальный отдел АСКОИ тоже, вот, где вот контролирует опрос полностью этих приборов учета. И там он контролируется. Потом уже, когда на месте они выезжают, были случаи, вот, где нету этого прибора учета, и абонент заявляет, что у него его украли. Вот, а вот приходится им доказывать, что его не украли. Кому нужен прибор учета уже бывшего употребления и с набитым расходом? В общем, его продать нельзя, да? Нет, конечно. И не продать, и установить... При установке он опять будет опрашиваться и будет выявляться киловатт. Увы, друзья, не прокатило. У меня еще один вопрос. Вот у меня очень
У нас звонок. Давайте примем звонок. Алло, говорите, вы в прямом эфире. Алло? Да, я слушаю. Мы вас слушаем. Когда можно говорить? Говорите. Совершенно. Маршал Далшик. Я живу в сельском поселении Алхасты по улице Ахреевой. У нас при Сталине деревянные столбы у нас. Половина у нас упавшие, половина стоят. Столбы, да? Да, деревянные столбы. И свет, чтобы царь готовился, что провод зацепился, залезть на столб невозможно. Настолько они деревянные, и половина откинуты, да, стоят, да. Угу. Мы вас поняли, спасибо большое. Ну, на чем балансе столбы-то вообще? Администрации? Алхасты. Надо смотреть просто, это не мой участок, я не знаю этот район. Надо уже вопрос задавать другому человеку, главному инженеру, но МРСК на сегодня... Алхасты — это Сунжинский район, насколько я понимаю. Да. Угу. Просто МРСК обслуживает линии. Угу. А вот за столбы... Реконструкции, это уже идет программа, ремонтная программа, комплекс, целый комплекс работы. Ну, в общем, ваш вопрос... Я не могу ответить на этот вопрос, потому что я не знаю. Не ваш участок. Все очень просто. В общем, в любом случае, ваш вопрос прозвучал в эфире национального телевидения. Я думаю, и служба новостей НТРК Ингушетия не дремлет. Ну и, в принципе, я думаю, доведем до Сунжинского района. Я думаю, вы как-то контактируете, и Адам передаст эту информацию. Спасибо за звонок. У меня вот такой вопрос. Есть у меня, предположим, квартира. И в ней никто не живет. Я дважды писал акт, что там никто не живет. В ноябре я оплатил 400 рублей задолженности, в марте мне приходит квитанция на 27 тысяч рублей. Я не пытаюсь никого ругать. Я просто говорю, пришла квитанция, 27 тысяч рублей. Ну, естественно, я немного удивился. Пустая квартира, в ней свет включают, дай бог, на 3 минутки раз в месяц. Но 27 тысяч откуда-то нарисовались. И многие люди начинают наводить панику, там, переживать, откуда бегать, паниковать. В общем, друзья, не надо. Я просто отправился в абонентскую службу, предъявил им показания счетчика. 27 тысяч как не было, так и нет. Спасибо за то, что работаете с абонентами. Но у меня вопрос. Таких, как я не один такой. Нас очень много. И очень часто с этой проблемой накрутки мы сталкиваемся. Я, честно сказать, не знаю, почему так происходит. Поэтому у меня в гостях вот эти замечательные люди. Как так получается вообще? Откуда берется эта накрутка? И если, вы уже объяснили, как у вас это работает. Спасибо. Да, в принципе, я объяснил, как это работает в МРСК. Но откуда берется накрутка? Откуда берутся эти цифры? Ну, у нас же идет ежемесячное начисление. Вот по-любому мы должны сделать начисление абоненту. Мы берем норматив, средний норматив месячного потребления, вот, который у него было. И вот этот норматив у нас начисляется ежемесячно. Вот чтобы этого не было, действительно, нужно или подходить в центр обслуживания клиентов, сдавать свои показания, или же зайти в личный кабинет через онлайн. У нас тоже есть в соцсетях. Зайти в свой личный кабинет и там передать свои показания прибора учета, чтобы вот это досреднее начисление не делать. Или же написать заявление, что выезжает за пределы, просит нас более не выставлять. Да, заявление, что не проживает. Написать акт. Да. Нет, абонент пишет заявление, что он выезжает, что он не будет проживать там в течение такого-то периода, и мы прикладываем вот эти вот заявления и... Начисления не идут. Да. Вот еще один вопрос. Останавливаем. У вас нет автоматизированной, прошу прощения, системы, когда вы дистанционно можете считывать показания счетчика, да? Не во всех приборах учета. А там, где есть, вы просто берете... В большинстве случаев абоненты сами уже сломали свои эти приборы учета, вот где передавались эти данные. Ну, не ломайте счетчики, друзья. Не ломайте госимущество. Давайте перейдем, наконец-то, к водоканалу. Без воды жить никто не может, поэтому мы оставили вас с Муслим напоследок. Муслим Магушков, начальник абонентской службы Ингуш-регион-водоканал. Муслим, салам алейкум. Ну, как с водой-то дела обстоят?
Точно так же платежная дисциплина не очень. Мы проводим рейдовые мероприятия совместно с администрацией, привлекаем сотрудников администрации. Они нам помогают очень даже. В Назранском районе и в Карабулаке платежная дисциплина так средняя. Но очень плохая платежная дисциплина у нас уходит в Ачулуках, Нижнем Ачулке, Сагарши и Нарки. То есть в Малгобекских районах. Абоненты точно так же не хотят платить. Приходится с ними проводить разъяснительные работы. Есть такие злостные неплательщики. На сегодняшний день нами передано для решения суда 2600 материалов. Это уже злостные неплательщики. Это очень много. Да, материалы по решению суда передаются судебным приставам, они приводят решение суда в исполнение. То есть арестуются счета, взыскивается долг. Долги у нас, как у энергетиков, как у газиков, небольшие. На сегодняшний день в Карабулаке, в Малгобеке тариф установлен ЖЭКом республики на 2018 год у нас составляет 22 рубля 49 копеек. За кубометр? Да. А в Назране 23 рубля 53 копейки. Мне кажется, у абонентов нет такой возможности, что они не могут оплатить 500 рублей. В месяц? Ну, да. Примерно плюс-минус там 50. Ну, все это печально. А у нас звонок. Говорите, вы в эфире. Говорите, алло. Алло. Да, мы вас слушаем, Саид Михайлович. Машалда, это Нижний Ачулки Руссо. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Нижний Ачулки энергосети вопрос сердца. Чего чуть-чуть? Отойдите подальше от телевизора немного, чтобы мы вас нормально слышали. Алло. Да. Фучитиха, я не пойму. Телевизор, холодильник, котел, хама жуаг яйца. Ахка? Галия елмиса. Вас интересует? Ну, то оплатишь, то глаз как-то цена, фудишится. Окитурун, да, вырисован барку. Адрес. Адрес, Алла. Нижний Ачулки, степная, степная, духушная жуаг яйца. Степная. Вырисован барку. Нижний Ачулки, степная. Улица Степная, мы вас поняли, спасибо. Ну, Адам. Опять же, Нижние Ачулки, это не мой участок. Это Малгобекский район. Да, Малгобекский район, я не знаю, что там произошло, но абонент должен написать заявление. А вот есть вообще вероятность, допустим, вот у меня тоже случилось, предположим, 2 фазы, перегорел телевизор, холодильник, стиральная машина и все такое. Вообще есть, если это случилось по вине, допустим, стороны, предоставляющей услуги, есть вообще вероятность, что мне компенсацию какую-нибудь выплатят? Ну, порядок какой? При написании заявления совместно с Роснадзором выезжает комиссия, создается комиссия, выезжает на место, смотрит, подключен дом по техническим условиям, заземленный дом. Если это все правильно сделано, то, конечно же, выплатим эти. В общем, вы слышали, да, жители улицы Степная, если вы... Вся работа должна быть выполнена по ПОЭ. Напишите заявление именно в то отделение, которое отвечает за ваш населенный пункт, за вашу улицу. И если у вас все будет правильно, заземление, правильное подключение, я думаю, вполне вероятно, возможно, или вообще восстановить. У нас еще один звонок. Алло. Алло, говорите. Вы в прямом эфире. Алло. Алло. Да, Саид Михайлович. Сабр Дежуа. Говорите. Алло. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Молдавский хопшин. Там вопрос, да, что Агдалдиевич Дихан. Алло. Да, ха-ха, ладуо. Алло. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Да, электростанции заявление, а я зачем приехал бортик, безыш, приехал счетчик гердаоти языш. Это заявление, я зачем бог бебаритар, массиязи языш, фадидистина. Мыча, населенный пункт какой, где вы живете?
Ихаживе, новостройка Войнавская улица. Улица Войнавская, новостройки. Тигбори хамиат, я башты духуш, да, тот пердион, хадлек то без дохрство. Хаял буабар тигбор безиш. Я думаю, ответить нам на вопрос. Баркл, куда обращаться, чтобы установить? В администрацию села. В администрацию сельского поселения. Они уже обратятся к нам, а мы уже... В общем, просто пишите заявление в администрацию, и дальше уже администрация обращается к МРСК, и вам установят и счетчики, и все как нужно. По ГОСТу, как говорится, как надо. Возвращаемся к водоканалу. Вообще в Ингушетии очень много воды. Мы можем фактически прямо с родников качать воду в дома, в некоторых районах так и делается. Назову очень проблемный участок Выкажу. 13-й микрорайон, да, это где мукомольный комбинат старый, улица, сейчас я вспомню, Ахриева, Итазова, вот эти улицы, примерно представляете где-то, да? А район какой? И назвали его 13-м микрорайоном раньше, не знаю сейчас как. Это где ФОК. Карабулак, Назрань. И Кажево, я сказал. Кажево. Ну, это в любом случае, суть не в этом. Говорят, там работает насос какой-то, да, очень старый насос. Да. И отключается свет, отключается вода. Да. Вот вы прям вот все взаимосвязаны. Конечно. Можно ли как-нибудь заменить? Люди уже несколько лет жалуются, что ладно, бог с ним, без света летом еще можно. Там днем на улице побегать, а без воды никак. Отключает свет, нет воды. Как-нибудь отсоедините вашу систему от электричества. Нет такого? Нет такой возможности. И заменить тоже нет возможности. Опять же, все идет к сбору платежей, так как у нас ГУП Ингушский геоводоканал — это хозрасчетное предприятие. По сборам мы делаем, смотря какой у нас сбор, какой процент, какая сумма, мы, соответственно, делаем ремонтные работы, замена насосов, всю эту работу. На самом-то деле мы подаем, например, с Кантовского водозабора подаем Малгобекские районы. Там, конечно, практически там проблем никаких нет, вода очень хорошая, прошла все санитарные нормы. Опять же, хочу обратиться к абонентам, просьба оплачивать коммунальные платежи, так как мы не хотели бы приходить к крайним мерам до судебных материалов. Мы готовы идти к уступкам, разбивать большие долги на части, чтобы абоненты могли разбивать на части. Ну, вообще, спасибо большое. Действительно, если человек идет навстречу, друзья, давайте соблюдать закон и платить, если мы должны это делать. И очень много моментов бывает, когда есть же люди с льготами, правильно? Но люди, уважаемые телезрители, поинтересуйтесь, попадаете ли вы под категорию льготных людей, потому что люди ходят и не знают, что у них есть льготы. Вы сталкивались с таким вообще? Сталкивались. Есть очень много. И это очень легко делается, друзья. Просто предоставьте все свои репрессированные, да, там много же, пенсионеры, инвалиды, учителя, работающие в сельских поселениях. Это же все, они же попадают. Сейчас проблема возникла с этими учителями, потому что деньги выдаются на руки, и они не хотят оплачивать. Приходится с почтальоном ходить, убивать эти деньги с рук. Тоже проблема. У меня вопрос, почему деньги выдаются на руки? Но об этом потом. Друзья, я хочу еще раз проанонсировать, что у нас, мы говорили сегодня только о Назрановском районе. Люди звонили и говорили и про Алхасты, и про Ачелуки. Но, друзья, мы это без внимания не оставляем. Обязательно. Адам, Зелимхан и Муслим, Дмитрий, я думаю, и Зарет тоже все как-нибудь отреагируют на это, потому что передадут информацию в надлежащие инстанции, чтобы вы, уважаемые телезрители, максимально удобно для вас могли и оплатить, и получить льготы какие-то. И у меня самый главный вопрос, очень коротко, у нас 2 минуты осталось. Что такое перерасчет? Вот вы этим занимались, вы делали перерасчет, Зелимхан, поэтому вопрос непосредственно к вам. Как делается перерасчет и чем вообще он полезен для абонентов? Ну, есть 2 вида перерасчета, да? Перерасчет в пользу абонента, есть перерасчет в пользу организации. То есть в данном случае, если есть вопрос к замечаниям, которые мы выявили у абонента, да, то есть мы имеем право пересчитать в пользу организации и доначислить объемы, не заявленные абонентом. То есть в данном случае это могут быть те характеристики, это площадь жилья, количество проживающих и газовое оборудование, которое не было при заключении договора заявлено абонентом.
То есть, а при инвентаризации, когда мы их выявляем, имеем право доначислить за 6 месяцев в соответствии с 549 постановлением правительства Российской Федерации. Есть другой вид перерасчета, это перерасчет по заявлению абонентов, который связан с недостоверным начислением, которое произведено по нашей ошибке. То есть в случае выявления того, что мы завысили объемы реализации и доначислили абоненту те суммы, которые не подтверждаются, то мы производим корректировку, перерасчет начисленных сумм в сторону уменьшения. То есть это уже по нашей вине как бы происходит. Бывает, сумма происходит перерасчета, при вот нашем коллеге было сказано, абонент в соответствии с законодательством нам ежемесячно должен предоставлять как объем употребленного газа, да, так и производить до 10 числа следующим отчетом и оплату производить. Если абонент не производит передачу хотя бы показаний счетчика, нам ежемесячно не производит, то ему производится план нормативного начисления ежемесячное. То есть это берется усредненное начисление за последние 3 месяца и выставляется среднее начисление по счетчику. При заявлении абонентам о том, что у него там по истечении отчета на нескольких месяцев, что он заявляет показания, конечно, мы должны провести проверку, и при подтверждении этих показаний, которые предоставил абонент, мы произведем перерасчет. И в частности, это тоже является перерасчетом по начислению абонента. Я лично понял, я думаю, все поняли, очень доходчиво. Спасибо, Зелим Хан. И последний вопрос. Много людей не пользуются интернетом. Ну, очень много людей, старшее поколение, да? Люди, которые не умеют пользоваться интернетом и, в принципе, не пользуются им без каких-то личных убеждений. Как оплачивать им? Куда нести выписки, показатели счетчиков газа, воды, электричества? Ну, поясню сразу, да, я сейчас как начал, объясню. Во всех платежах наших агентов, во всех квитанциях, которые абонент оплачивает, производит оплату, он может указать свои квитанции, и они нам будут предоставлены нашим агентам по сбору платежей. То есть эти показания будут внесены в программный комплекс, им будет произведен расчет по тем показаниям, которые они указали в своих квитанциях. То есть там вопроса никакого нет. Тот же личный кабинет, там даже если человек не оплачивает, может просто указать свои показания. Есть номер СМС-телефона, куда он может указать свой лицевой счет и показания, и также может предоставить их, чтобы мы их записали. То есть не обязательно у нас стоять в очередях, ждаться, добиваться чего-то, чтобы обязательно его принял оператор. Сидя дома, он может их предоставить. А вот понести и отдать куда-то на почту, например, нет? Он может принести на почту, заплатить, как он считает, ту сумму, которую считает правильной, указать свои показания, да, и они будут нам предоставлены. Почта и любой другой платежный агент нам в электронном виде предоставляет те реестры, заполняя сумму, показания, и они у нас электронно вливаются в программный комплекс. То есть там исключена ошибка оператора, что они не будут внесены. Спасибо. Друзья, спасибо вам за то, что звонили. Спасибо всем, кто смотрел этот прямой эфир. Я надеюсь, на все ваши вопросы вы услышали достойные ответы, потому что я лично услышал ответы на все свои вопросы, которые даже не задавал по ходу мои гости. Мне все объясняли. Спасибо вам, что пришли, нашли время. Вам хорошего вечера. Друзья, на этом все. Время поджимает. Это была программа «Главное». Меня зовут Амир Цычоев. Увидимся на канале НТРК. Всего доброго. Адикалыч.